Башкортостан возглавил общероссийский рейтинг по защите прав потребителей. Это третья подряд победа республики в исследовании, которое раз в 2 года проводит Объединение потребителей России. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Регина Акмалова, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Регина Римовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы поздравляем вас с этой победой. Это успех, признание. Но при этом мы хотели бы отметить, что для того, чтобы определить победителей, составить рейтинг, то анализировали 65 показателей и 276 факторов. Вот какие-нибудь навскидку назовите. Ну, действительно, это победа всей республики, конечно же, наших жителей, потому что создаются такие условия, чтобы было комфортно потребителям нашей республики. Ежегодно, действительно, мы 3-й год подряд занимаем лидирующее место, но, наверное, сложнее удержать этот рейтинг и оставаться на первых позициях. Действительно, там разделены на 5 групп эти критерии, всего их 65, 68 показателей. Основные давайте пройдемся, назову это, конечно же, досудебная поддержка потребителей, это информирование, это какие-то примитивные меры, мероприятия по пресечению нарушений в области защиты прав потребителей. Это, конечно же, наше межведомственное взаимодействие между другими органами и организациями, потому что здесь не только Управление Роспотребнадзора, но и другие ведомства работают для создания этих благоприятных условий. Регина Римовна, расскажите, вот с какими в основном жалобами, да, назовем так, обращаются потребители? Ну, какие-то топовые, конечно же, из года в год есть, но также есть и сезонные обращения. В основном лидирующую позицию составляет это дистанционная продажа товаров и услуг. Наверное, ежесекундно сейчас происходит продажа товаров на маркетплейсах, в интернет-магазинах, поэтому лидирующее место – это нарушение вот в области дистанционной продажи. Также здесь нарушения у нас в области финансовой сферы. Это когда люди обращаются в банк под видом каких-то вкладов, да, сбережений, им зачастую предлагают другие услуги, заменяя им, как правило, понятия. Также это предоставление кредитов, возможно, это каких-то дополнительных услуг во время того, как люди берут кредит. Это дополнительные услуги при продаже автомобилей, гаджетов. Вот такие, как правило, к нам обращаются обращения, да, и часто это перед новогодними праздниками или каким-то 8 марта, 23 февраля. Это подарочные сертификаты, как обменять их, как вернуть денежные средства, и также туристические услуги. Вот это основной блок, который из года в год повторяется и занимает лидирующую позицию по обращениям граждан. Вот, наверное, самое распространенное сейчас это вот маркетплейсы, вы подметили, об этом говорили. Как можно защитить свои права? Вот какие здесь виды нарушений встречаются, которые действительно вот сейчас распространены? Ну, как правило, наверное, начнем, это и нарушение, и это же совет нашим потребителям, не указывается наименование продавца. То есть мы посмотрели карточку, она нам нравится, как правило, товар приходит, он либо не соответствует действительности, либо описанию не соответствует. Мы проваливаемся в эту карточку, мы не можем найти, кто продавец. То есть отсутствует информация о продавце, поэтому, конечно же, здесь складывается совет. Мы смотрим не только товар, описание, но и продавца. Нам надо знать в последующем, если вам товар не подошел или вам не нравится, к кому обращаться. Потому что здесь в первую очередь мы обращаемся с претензией к продавцу, а потом уже к агрегатору свои обращения. Поэтому смотрим описание, читаем, обязательно смотрим юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Насколько сейчас успешна вот именно защита прав потребителей, права которых нарушили на маркетплейсе? Да, действительно, это, вот я как сказала, топовая позиция по обращениям, но здесь уже наработана практика, и довольно-таки есть взаимоотношения и понимание самих продавцов, самих агрегаторов, но, как правило, в каждом обращении есть индивидуальный подход, потому что в каждой ситуации есть какая-то своя особенность, поэтому к нам обращаются граждане, мы даем консультирование, к нам приходят либо по телефону горячей линии, и мы готовы в каждой ситуации разбираться и помогать. Регина Римовна, а вот за счет чего удается защитить права? Да? То есть вот как это, за счет того, что потребители сами знают права и обращаются, или наоборот, им кто-то помогает, консультирует? Вот как это понять?
Вот как разобраться? Действительно, мы видим тенденцию или практику: с каждым годом ежегодно у нас повышается количество обращений примерно на 10%, но в первую очередь мы видим, что это осведомленность потребителей. Конечно же, вот благодаря вам, вашему участию, журналистов, мы рассказываем права потребителей, да, и, конечно же, сейчас между потребителем и госорганом, где можно подать обращение, сокращается и срок, и вот эта вот дистанция. Мы, конечно же, здесь в первую очередь говорим о приложении «Честный знак». Мы всегда говорим, что удобно пользоваться, посмотреть подлинность тех или иных товаров. Но еще положительная функция: если вы выявили какое-то несоответствие, разногласие информации, нажатием одной кнопки можно отправить обращение. То есть отправить обращение и общаться с органами стало вообще очень на один шаг, буквально один клик, и вы подаете уже обращение. Тем самым, вот я сказала, конечно же, здесь идет и рост доверия к органам, организациям, да, кто-то пришел, делится, вот рассказывает, мы видим даже блогеры здесь, да, рассказывают, что да, действительно, оказывается, сертификат можно вернуть, обменять денежные средства, да, независимо срок годности вышел, не вышел. Конечно же, каждый делится своими информацией, что им помогли, и люди обращаются к нам за помощью. И, конечно же, вот даже статистику я готовила, за 9 месяцев мы уже подали около 6 тысяч исковых заявлений, да, это буквально каждый день по 2-3 иска мы подаем, это заключение подаем в том числе в судебном порядке, где суд прислушивается к позиции к управлению Роспотребнадзора, и тем самым восстанавливаются права потребителей. Эльвира Набиуллина высказалась о том, что именно в финансовой сфере права потребителей не так жестко защищены, может быть, не так четко защищены, не так регламентированы, может быть, серьезно. Вот что вы можете сказать на эту тему? Да, наиболее финансовая сфера, это наиболее такая, она мобильная, то есть она быстро меняющаяся сфера. И здесь, конечно же, постоянно выходят какие-то изменения в законодательстве. Одно из последних – это охлаждение при получении кредита. Теперь потребитель, когда заявляет на получение кредита, ему отсрочивают выдачу именно денежных средств от 4 часов до 48 часов. Это тот период охлаждения, в том числе для пресечения мошеннических действий в сфере финансовых услуг. Как нужно потребителю вести себя? Вот в какой сфере, да, нужно быть четко понимать, что он действительно вот здесь может защитить свои права, здесь нарушили. Может быть, есть какой-то регламент где-то. Вот как вы говорите, что очень многие осведомлены, давайте для тех наших телезрителей, кто не осведомлен, все же проинформируем. Да, конечно же, каждая ситуация индивидуальна, но есть определенные шаги, которые помогут вам снизить тот риск. Первое, это, конечно же, мы говорим, когда вы заключаете какую-то услугу или покупаете товар, обязательно заключать договор. Договор мы обязательно читаем. Далее вы оплачиваете товар. Сейчас удобно либо наличными средствами, либо по карте вы оплачиваете. Но чаще всего нам предлагают оплатить по QR-коду, либо перевести денежные средства на карту физического лица. Мы категорически не рекомендуем так делать, когда вы переводите денежные средства на карту физического лица. Вы тем самым оплачиваете уже не юридическому лицу, не предпринимателю. И тем самым, если у вас нарушаются права, мы уже как не можем помочь вам, вы не попадаете под закон о защите прав потребителей. Потому что закон о защите прав потребителей работает между потребителем и юридическим лицом или предпринимателем. Поэтому никогда не переводим на карту физического лица. Значит, мы прочитали договор, оплатили, обязательно смотрим чек. В последнее время к нам много обращений поступает, когда они покупают гаджеты, да, допустим, за какую-то там сумму, в итоге им пробили чек, они пришли домой, оказывается, в чеке у них еще дополнительные какие-то позиции. Поэтому в первую очередь, не отходя от кассы, как говорится, мы смотрим чек и смотрим, что вам пробили и по какой цене. Также часто обращения к нам поступают, когда на ценнике одна цена в магазине, а на кассе им пробили по другой цене. Конечно же, здесь необходимо помнить, что вы имеете право купить товар по цене, которая указана в магазине. Регина Римовна, давайте будем откровенны, что есть же недобросовестные потребители. Все обращения, которые поступают к нам в Роспотребнадзор, мы обязаны проверить информацию. Да, какие-то
обращения они подтверждаются, какие-то не подтверждаются, но в первую очередь мы обращаемся к потребителям, если вам информация какая-то недостаточна для решения той или иной ситуации, вы всегда можете обратиться к нам в управление Роспотребнадзора, поконсультироваться. Часто такое бывает, у нас работает горячая линия, работает также она и выходные. Буквально люди, находясь в магазине, в торговом зале, набирают нас по телефону и правильно это делают, получают консультацию здесь и сейчас, чтобы не допустить те нарушения, которые могли бы возникнуть. То есть обращаемся к нам, звоним по горячей линии, да, но и мы работаем в сфере для предпринимателей. Поэтому тут совет, конечно же, и предпринимателям. Если вы будете открыты, вы даете всю исчерпывающую информацию о товаре, о своем юридическом лице, о месте нахождения, всю эту информацию предоставляете покупателю, тем самым, наверное, не возникает тех спорных вопросов, и мы, конечно же, проводим профилактические визиты для юридических лиц и предпринимателей, тем самым снижая вот эту ситуацию, которая недопонимание иногда возникает между покупателем и юридическим лицом. И всегда настроен на том, что, допустим, нарушили ваши права, не надо сразу бежать с исковым заявлением в суд. Конечно же, рекомендуем сначала обратиться с претензией. Часто к нам обращаются люди, говорят, мы уже 5 раз ему по телефону позвонили, он никак не реагирует. Да, возникают такие ситуации, но здесь же рекомендация, опять же, обращаемся письменно на адрес юридического лица. Если он ваше обращение не хочет принимать, да, мы пишем обязательно в 2 экземплярах, отправляем на юридический адрес с уведомлением. И с момента, как поступает обращение, отчитывается срок, где он обязан вам ответить. Если как раз уже претензионный порядок нарушен, вам нету ответа, вам не дали ответ, вы обращаетесь к нам в Роспотребнадзор, где помогаем мы уже обращаться в суд. То есть сначала необходимо обратиться в досудебном порядке, и, как правило, большинство обращений, большинство споров решается на этом этапе. Регина Римовна, и очень коротко, потому что время нашего эфира завершается. Скажите, а вот недобросовестным покупателям есть какое-то наказание? Потребителям? Потребителям нет. Таких наказаний нет, потому что мы работаем с юридическими лицами. Но, конечно же, мы разъясняем права, обязанности как предпринимателей, так и потребителей. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как можно защитить свои права. И, оказывается, у нас в республике это делают очень успешно. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня у нас в студии была Регина Акмалова, начальник отдела управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан. В студии была Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.